Каждый второй встречный в городе непременно с мобильным телефоном в руках. Кто-то непрерывно ведет переписку, не отрываясь от экрана, иные увлеченно подолгу обсуждают важные вопросы с человеком на другом конце провода. Поскольку хитроумная начинка смартфонов давно перешагнула барьер банальных потребностей, в арсенале любого пользователя есть всевозможные программные решения и приложения для выхода в социальные сети. Подростки, как им свойственно, быстро улавливают тенденции, пытаются их осваивать. Но для доверчивых и психически чувствительных подростков в интернете уготованы и травмирующие сюрпризы. Задача инспекторов по работе с несовершеннолетними – объяснить, где завуалирована угроза и как не стать жертвами преступников. Проблеме телефонного терроризма посвятили весь открытый урок. Раньше мы не сталкивались с подобной ситуацией, поэтому сейчас мы разрабатываем план мероприятий, так как событие случилось относительно недавно, и мы запланировали ряд лекций по школам. Дети сейчас, наоборот, стали закрыты. Увеличилось количество подростков, которые стали использовать интернет-сети. И они настолько стали погружаться в эти игры, что эта виртуальная жизнь, настолько они втянулись в эту жизнь, что в реальной жизни они, к сожалению, у них возникают проблемы с общением с реальными людьми. И они все свои проблемы психологические, они все это обсуждают в интернете. Находят каких-то друзей, с которыми им легче, наверное, может быть, делиться, И поэтому хочу обратиться к родителям, чтобы они проводили постоянно беседы. Открытый урок во второй Сухумской школе – стандартная профилактическая работа, которую немного усилили после недавних событий, связанных с сложным сообщением о минировании школы. Инспекторы рассказали о конкретных опасностях, рисках, мере наказания. Школьники, в свою очередь, задавали разные вопросы, в том числе просили назвать имя совершившего тот злополучный ложный звонок. Разглашать подобную информацию сотрудники МВД отказались. Оперативно-розыскные мероприятия по факту о ложном сообщении террористического акта проводили совместно СГБ и МВД. И решение о том, чтобы не обнародовать имя подростка, обвиняемого, было принято с учетом определенных обстоятельств. Порядочная семья, благополучная. Однако вот такая шутка, у подростка возникло желание так пошутить. Был задержан, заведено уголовное дело по статье 201 УК РА. Многие помнят, как годами ранее подростков захлестнула игра в синего кита. В нашей республике не обошлось без жертв. После недолгого затишья активировались другие, не менее изощренные чаты. Цель подобных сообществ – подталкивать подростков к тем или иным преступлениям. Действует международная сеть по таким ложным вызовам, является базой для вербовки молодежи, которая будет выполнять такие на первый взгляд, безобидные звонки, либо сообщения в госорганы и учреждения. Бич 21 века, конечно, и не то что дети, и взрослые попадают под влияние различных, скажем так, эмиссаров, и спецслужб мира. Люди бывают, что бросают семьи и уезжают реально в территорию, где проходят боевые действия. Такие случаи и у нас были, даже девушки собирались уезжать в Сирию, допустим. Такие случаи у нас тоже были. Мы останавливали, задерживали. А что говорит о детском мозге, который еще не сформировался? Такие безобидные, на первый взгляд, поручения, которые выполняют дети через эти телеграм-каналы, сайты, сообщества. Это первый шаг. Сватинг – это заведомо ложное сообщение о некой угрозе, чтобы вынудить силовые структуры выехать с проверкой по указанному адресу. Это деяние приравнивается к уголовному правонарушению и регулируется 201 статьей о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мера наказания – штраф от 20 до 60 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до 2 лет, или же лишение свободы сроком до 3 лет. Даже с учетом того, что к подросткам, совершившим подобное деяние, в Абхазии закон применяют не в полную силу, есть существенный минус. Конечно же, наказание суровым не будет, на первый взгляд. Однако, если данный мальчик захочет стать госслужащим или служить в органах, наверное, я думаю, что это станет препятствием в будущем. И если будут рецидивы, естественно, внимание сразу обратят на человека, который уже совершал такое правонарушение, проступок.
Преступная схема ложных сообщений о минировании объектов разного назначения давно приняла масштабный характер. Массовые задержания телефонных террористов в России начались в 2021 году и продолжаются по сей день. Задержанные школьники сотрудникам ФСБ подробно рассказывали о том, как выстроена схема общения и как именно совершались ложные звонки. Я постановлял сообщения о ложном минировании на почте школ и учреждений. Я использовал Telegram и средства анонимности, также использовал почту. Я считал себя анонимным, но сотрудники правоохранительных органов меня задержали. Ложные сообщения о минировании несут не только финансовые затраты для службы, но и психологическую нагрузку на население. Конечно, возникает вопрос, почему бы не предотвратить подобное и в корне решить проблему. Но могут ли родители контролировать ребенка в полной мере или исключить наличие смартфонов? Федор Харазия около 10 лет работает в магазине техники. Самый популярный товар, по его словам, мобильные телефоны. Единственное, что можно сделать, это контроль, в принципе, пользования телефоном. Там есть определенные приложения, с помощью которых можно сделать там, расписание, когда ребенок может вообще пользоваться телефоном, расписание на определенные приложения. Там, допустим, для браузера можно включать удаленно фильтры, там безопасный поиск и так далее. И отслеживание местоположения ребенка. Это единственные приложения, которые я знаю, как они работают. Это Google Family, если у ребенка смартфон на андроиде. Если у него iPhone, то создается детский Apple ID, и контроль привязывается к родительскому телефону. И контроль можно передавать между родителями, то есть поделиться этим контролем. Также можно на определенные программы ставить расписание и на браузер ставить фильтр. Так смартфоны попадают в руки подростков, для которых нажатием на кнопку открывается неведомый мир интернета. И получается, как в сказке, полный леших дремучий лес. Конечно, личная жизнь и личная переписка, она существует, но на то и мы все родители. Да, надо задаться вопросом, чем занимается ребенок, как-то мягко намекнуть, попросить, посмотреть. По поводу методов и подходов к выявлению, конечно, раскрыть мы не можем полностью, однако могу уверить молодежь или общественность, что на сегодняшний день техническая возможность службы государственной безопасности в полной мере способны раскрыть любые IT-преступления. Нестор Тарба, старшеклассник 2-й Сухумской школы, признается, что пользоваться смартфоном удобно. Гордится, что ему удается находить баланс. Важно анализировать, не заменять учебу, общение и досуг на жизнь онлайн, говорит он. Чаще всего это обычно бывает так, что какой-нибудь ребенок листает соцсеть в ленте, допустим, TikTok, Instagram или что-то в этом роде. И обычно это видео с незамысловатым смыслом. То есть, допустим, можно даже какими-то, казалось бы, недвусмысленными запросами вести, да, и ребенку что-то попадется этакое. А такие видео, скорее всего, они чаще всего больше накручены. В комментарии различных призывают скорее к какому-то действию по типу «перейдите в тот телеграм-канал» или еще что-то в этом роде. И обычно контент, там довольно не такой вызывающий, я бы сказал, скорее он внушает тебе доверие, это может быть какой-нибудь телеграм-канал с различными шутками или что-то в этом роде, а уже потом там может начаться реклама, и уже все зависит от самого человека. Я сам видел. То есть потому что мы с друзьями это не раз обсуждали, и мы так друг другу показываем, и понимаем, что к чему. Я особо в соцсетях не сижу, у меня ни Инстаграма, ни ТикТока нету. Не могу что-то сказать. Базовые мессенджеры, там WhatsApp, Telegram. Нет. Они очень свободно так относятся и мне доверяют. Хочется надеяться, что подобное здравомыслие присуще абсолютному большинству подростков, да и не только. Ведь плохо, когда виртуальный мир выбивает человека из реального, и еще хуже, когда виртуальный мир диктует реальному. Асида Малия, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение.